В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Камши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. День воина-интернационалиста. Ветераны афганской войны вспоминают боевых товарищей. Карантин закончился. Учебные заведения по всей стране заработали в полную силу. Приурочено ко дню города. Началось благоустройство Сухумской крепости. В связи с ратификацией соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Абхазия, Пенсионным фондом Российской Федерации осуществлен перерасчет пенсий за 2015 год. Соответствующие денежные средства в полном объеме поступили в республику. Выплаты пенсий с учетом перерасчета начнутся с 18 февраля этого года в отделениях Сберегательного банка Республики Абхазия. 15 февраля исполнилось 27 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Ветераны афганской войны, живущие в Абхазии, возложили цветы к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в парке боевой славы. В церемонии возложения цветов принял участие ветеран афганской войны, министр обороны Абхазии Мираб Кишмария. Репортаж Ренаты Шакая. 15 мая 1988 года начался вывод советских войск из Афганистана и завершился 15 февраля 1989 года. Война в далекой стране унесла тысячи жизней советских солдат, многим из них не было и 20 лет. Возвратившиеся после афганской войны резко отличались от своих сверстников. Это были уже другие люди. Ведь они узнали, что такое война, какой ценой завоевывается мир. Ветераны – это особая каста мужественных людей. Каждый знает, что он прошел, каждый знает, что он видел. Просто встречаемся, просто рады, что мы остались живых, видим друг друга, общаемся. Вот сегодня, 15 февраля, день вывода войск. Каждый год мы собираемся, встречаемся, разговариваем, стараемся войну не вспоминать. Афганская война нам помогла, научила просто, как выживать. Так сложилось, что им, афганцам, предначертано было пройти еще одно испытание. Через несколько лет после вывода войск из Афганистана в Абхазии началась Отечественная война. Роль ветеранов-афганцев в этой войне бесценна. Они делились своим боевым опытом, практическими навыками и знаниями. Когда на нашу землю пришла беда, именно их опыт помогал и в самые первые дни войны, и во время всех операций. К наградам, которые абхазские афганцы получили за бой под Кабулом, прибавились ордена за освобождение Абхазии. Сергей Подпругин в военно-воздушных силах Абхазии с декабря 1992 года. За время войны он совершил 40 боевых вылетов в тыл врага. Благодаря его мужественным, героическим действиям из блокадного Ткварчала было вывезено более 500 женщин и детей и доставлено в город большое количество боеприпасов, оружия, медикаментов, продуктов питания, топлива. Каждый вылет экипажа был связан с риском для жизни. Летчик совершал боевые вылеты, несмотря на погодные условия, время суток, успешно выполняя поставленные задачи. Как летчик стал, немножко по-другому на жизнь стал смотреть. Это да, вот это основное. И плюс из-за того, что вот здесь после Афганистана, что вот здесь вот сюда и попало, это все тоже благодаря Афганистану. Имея боевой опыт, пришлось помогать Абхазии. Вот так и остался в Абхазии после войны. 15 февраля в России и во всех странах бывшего СССР отмечается как День воина-интернационалиста, как дань уважения к тем, кто прошел дорогами войны, кто причастен к трагической и вместе с тем героической афганской войне. Воины-афганцы с достоинством и честью выполнили свой интернациональный долг. Мы помним о том, что 15 человек, граждан Абхазии, награждены посмертно. 13 из них орденом Красной Звезды. Рената Шакая, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Президент Рауль Хаджимба выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью атамана Сухумского особого отдела кубанского казачьего войска Владимира Москаленко. Это большая потеря для казачества Абхазии, в становление которого атаман Москаленко внес неоценимый вклад, говорится в телеграмме Рауля Хаджимба родным и близким Владимира Москаленко. Атаман Сухумского особого отдела кубанского казачьего войска Владимир Москаленко и его заместитель Валерий Джумяди погибли в селе Каман, сорвавшись с обрыва. Это произошло в ночь на 13 февраля. Владимир Москаленко, участник Отечественной войны народа Абхазии, был ранен в бою. Владимир Москаленко вступил в землячество казаков Абхазии в 1994 году. До выборов в атаманы Сухумского особого казачьего отдела в 2015 году он возглавлял Гульрипское первичное казачье общество.
Карантин закончился. Учебные заведения практически по всей стране заработали в полную силу. Но, по всей видимости, детям придется пропустить весенние каникулы. Сария Смыр продолжит тему. С самого утра в школах и детских садах слышны звонкие голоса детей. Карантин закончился. Большая часть школьников, а если быть точными, более 90% пришли в школы и вновь сели за свои парты. Учебный год продолжается. За время карантина мы постоянно связывались с районными отделами образования и мониторили ситуацию. А сегодня уже и все дошкольные учреждения, и школы, и колледжи работают. Мы учебный процесс начали. Во второй Сухумской школе до введения карантина из-за вируса гриппа, а также в профилактических целях на занятия не ходили более 500 школьников. А сегодня ситуация уже намного лучше. На сегодняшний день дети, конечно, часть детей продолжает болеть, к сожалению. И на сегодняшний день отсутствует 98, это в 2 сменах. Естественно, такой пробел, они отвыкли учиться, и пробел в памяти немножко что-то подзабыли. Ну, и думаю, за какие-то недели-2 мы их соберем снова, чтобы восстановить вот этот пройденный материал. Вынужденные каникулы получились довольно продолжительными. За это время дети успели соскучиться по школе и одноклассникам. Я очень соскучилась по школе. Очень хотела снова сесть за парту, потому что я люблю учиться. По друзьям соскучилась, дома никого нет, как бы скучно. В детском саду Амра сегодня первый день работы после карантина. Когда мы пришли в садик, у детей был тихий час. Из 116 маленьких воспитанников сегодня отсутствовали всего 25. Поводов для беспокойства больше нет, говорят воспитатели. 90 человек присутствует сразу. Они, бедные, соскучились по детскому саду, с радостью бежали. Ну и мы их тоже встретили с большим, огромным удовольствием. Трехнедельные каникулы, конечно же, отразились на школьной программе. Чтобы дети не отставали от учебного плана, пришлось отменить весенние каникулы. Для того, чтобы успеть учебную программу, мы просто вынуждены были отменить весенние каникулы и на неделю продлить учебный год. Если мы 27 мая заканчивали учебный год, то в этом году мы его продлили до 3 июня. Неделя не такой большой срок, даже для тех, кто особенно ждет летних каникул. Сария Смыр, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. Между тем, в школах и детсадах Гала карантин продлен. Такое решение было принято на расширенном совещании у главы Галского района Тимура Надарая, где в частности обсуждалась ситуация, сложившаяся в районе после введения карантина. На основании представленных материалов признано целесообразным продление карантина до 25 февраля. Окрестности Сухумской крепости – территория прибрежья, откуда зарождался город. Основные празднества к 2500-летию столицы планируется провести именно там. С начала января коммунальщики активно ведут работы по облагораживанию территорий. За процессом непрерывно наблюдают в столичной администрации и Министерстве охраны историко-культурного наследия республики. О том, как идут подготовительные работы, расскажет Асида Малия. Уникальный памятник архитектуры, о котором известно многое, неизвестно столько же. Окрестности Сухумской крепости по праву называют уникальным объектом археологии. Диаскуриада, Себастополис, Сухум-Кале, русский гарнизон. Многослойная культура столичного побережья. Несомненный фаворит богатого прошлого. Примечательно, что Сухумская крепость – первый историко-архитектурный заповедник в Абхазии. Таково было решение первого президента Владислава Ардзенба. В 1989 году директором был назначен Батал Кубахия. Ученый-археолог не раз совместно со своими коллегами участвовал в археологических раскопках. Кстати, первые раскопки здесь провели еще в советское время, в 1952 году. Вот эти отвалы за последние 40 лет собраны от раскопок. Вот место, где мы стоим, мы прям стоим на октогональной церкви 4-5 века. Она сгорела в середине 5 века по письменным источникам. После того, как она сгорела, вот за той стеной находится другой храм, тоже ранневизантийского времени, уже 7 века. Когда же был основан Сухум? Этот вопрос все еще остается открытым. По крайней мере, нельзя говорить о какой-то конкретной дате, когда речь идет о древнем
нижних слоях. Так образование города относят примерно к концу VI – началу V века. Соответственно, столица уже насчитывается 2500 лет. Инициативу администрации города отметить эту дату поддержали в министерстве. Мы восстанавливаем документы, делаем его государственным заповедником. Это будет такой же, как в Пицундах, как в Афоне. Назначим директор. Будем искать деньги на консервацию вот этих останков, на реставрацию, возможно. Будем искать деньги на восстановление. Администрация города готова в этом принять участие. Я очень рад, потому что в соответствии с законом местные органы несут особую ответственность за памятники культурного наследия в их районе. Территория Сухумской крепости облагораживается ко дню города, который будет отмечаться в первую субботу июля. С начала января здесь работают коммунальщики, муниципальное управление «Зеленое хозяйство». После очистки от зарослей здесь открылся великолепный ландшафт. Под чутким руководством агронома обрезаны 150-летние камфорные деревья. Только одна задача остается нерешенной. Каменные многовековые стены, проросшие плющом, практически невозможно очистить от растения-паразита. Сотрудники зеленого хозяйства рассматривают несколько вариантов решения вопроса. Главным образом те, что не повредят целостности строения. Примерно через неделю к работам приступят сотрудники госучреждения «Горстрой». С помощью спецтехники поверхность земли выровняют. При этом нельзя повредить культурный слой, который начинается после 20 сантиметров. Вывезем те, слои, которые разрешат нам, спланируем. Мы хотим сделать ограждение, то есть администрация города готова рассмотреть сейчас по согласованию опять, какой эскиз. Сделаем ограждение, сделаем ворота, чтобы здесь не было доступа, освещения. Это обязательно. То, что ко дню города здесь состоится грандиозный праздничный проект, сомнений не остается. За дело взялись серьезно. В необходимых местах установят ограждения и уличные фонари, таблички с обозначениями. Одним словом, объект с особым статусом государственного заповедника будет постоянно охраняться. В настоящее время в администрации города пытаются решить еще одну проблему, которая также позволила бы вернуть первозданный вид историческому объекту. В этом месте раньше были ворота, которые на протяжении более 40 лет украшают чей-то Сухумский двор. В этом случае, как говорится, остается надеяться на сознательность горожан. Асида Малия, Беслан Джанджал, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, на территории Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 12-14, днем плюс 18-20 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.